Эта история началась в начале 60-х годов уже прошлого столетия. Наш герой, тогда еще просто обычный мальчик, каждый день по дороге в школу и обратно заглядывал на стадион «Труд». Там на катке играла музыка, которая ему очень нравилась. Еще бы! Многие музыкальные истории современности начинались именно с «Битлз». Я даже не знал, что это за музыка и так далее. Просто она мне очень нравилась, я ее напевал. Потом стал подбирать, значит, на пианино. Ну, а после того, как впервые услышал группу «Битлз» и, значит, увидел их фотографию, оказалось, что это квартет, который играет на 3 гитарах и на ударных, у меня появилось огромное желание научиться играть на гитаре. Ринат Махмутович Билалов – музыкант, исполнитель классического рок-н-ролла, блюза. Лауреат первого в истории республики студенческого фестиваля «Агидель-71». Доцент кафедры УГАТУ. Противоречивость ситуации была в том, что мы не пели песен на русском языке. Мы пели песни «Битлз», мы пели песни «Роллинг Стоунс», все что угодно, только, значит, не на русском языке. Я думаю, это в анналы какие-то вот современной музыки должно войти. Мы нашли замечательный совершенно путь. Во-первых, была война во Вьетнаме, было движение хиппи, и у нас на слуху были такие фамилии, как Боб Дилан, Пит Сигер, которые пели песни протеста. «Если бы у меня был молот», значит, у Боба Дилана знаменитая песня была «На крыльях ветра» и так далее, и так далее. Мы выбрали для себя вот этот вот жанр, значит, песен протеста. И когда мы исполняли песню Боба Дилана «Ответ на вопрос мне ветер принес», у меня было соло на губной гармошке, но это было нечто вообще по тем временам. Зал бесировал, хотя и в те годы, значит, не полагалось как бы на бис вызывать, но конферансье был вынужден сказать: хорошо, хорошо, я согласен, и, в общем-то, вызвать нас повторно. И товарищи, которые потом заседали в жюри, они сказали, председатель жюри, да, был Загир Исмагилов, наш выдающийся композитор. Загир Исмагилов так сказал: да, вот тому парню, который на губной гармошке, там, на бубне и на гитаре играл, обязательно дайте диплом первой степени. Где-то в 70-е годы мы как раз познакомились вот
со всеми теми ребятами, с которыми до сих пор я сейчас играю. То есть Рустем Асамбаев, он немножко помоложе. Помню, приходил Рустем, говорил: ребята, можно я поиграю? У него была шикарная гитара по тем временам. Отец ему из Чехословакии привез. Вот в городе вообще такой не было. Это уникально было совершенно тогда по тем временам. Ну и играл уже Рустем тогда, конечно, будь здоров. В общем-то, равных ему, наверное, не было по технике и вообще вот по прочувствованности того всего, что он делает. И вот этот вот молодежный, так скажем, заряд, он как бы остался у нас на всю жизнь. И, вы знаете, в 98 году мы совершенно случайно встретились. В клубе «Желтая субмарина». Рустем зашел, говорит: а ты что здесь делаешь? Мы с ним разговорились. Он говорит: давай сыграем. И вот таким образом начался как бы второе пришествие. Мы играем для тех, кто вот наших лет, кто чуть моложе, но приходит намного моложе и говорят, что она вот нравится. Уфимские ветераны музыки – это целый пласт нашей культуры. Несомненно, их творчество станет открытием для многих. И потому башкирская марка будет и впредь коллекционировать музыкальные истории –